Кого-то облаял. Неужто глухаря? Вот это одна из хреновых качеств хреновых собак. Охотник подходит, там где лает, а он, сволочь, убегает. Замолкает и убегает. Фи, говорит сам. Че тебе собака нюхать? Гад. Ну и что, довольно бежишь? Кого лаял-то? Я подошел и заткнулся. Кого лаял? Да, редиска ты, а не тузик. Тебя надо было назвать не Хек, там, не Хук, не Тузик, а редиска. У меня сложилось впечатление, что он туда отбежал, полаял, чтобы я туда шел. Ему так понравилось. Скоро стемнеет. Вообще ничего не увидишь сейчас. Да нафиг пошел ты. Я в избушку и пошел. Если тут затемняешь, ой-ой-ой, слабо не покажется. Уже впереди бежит. Ну. Ой, от избушки услышали. Лает, я дернулся, и у меня лестница под ногами хрусть. Хорошо все работы сделали. Сходил, оказывается, все без пользы. Подошел к тому месту, это самое, а он там спокойный, шляется там. И уже никого не лает. Пустобрех, больше он никто. Это ты так мягко его характеризуешь? Да, культурно выражаясь. Да. Я думал, он деловой, блин. Напоследок думаю, глухаря, хрен глухаря. Ну, раз я оделся, а до полной темноты 1 час, сейчас в сумерках, может, тряпки где-нибудь столкнется. Сейчас его закрою, чтобы он не рыпался. Так, чем его соблазнить? У меня тут сухари, которые мне не понравились. Тузик, 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 Тузик. Тузик, смотри, я тебе вкуснятину приготовил. Тузик, 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 на, Тузик, на, Тузик, 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 на, Тазик, на, ох, на. Ой, вкуснятина, 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 вкуснятина. На, жуй, на. Ну, где там у тебя кольцо-то? Ну, на, жуй. А, понравилось. Ну, я его на цепь посадил. А то он рябчика увижу, так точно запугает. Тузик! Так, а он... Слушай, а ведет себя, как будто напакостил где-то. Надеюсь, он там рыбу не опрокинул нам? Тузик, на тогда тебе. Так, ладно. Пока жует, я пошла. Погуляю. 53 минуты. Рябчика у нас в этом году порядочно. По сравнению с предыдущими годами, как навалом. Это плюс. Минус. Кто знал, что собака пустобрех? Таскались с собой глухарей, чтобы облаяло. Хрен тебе глухарей. Что-то лает, а что лает? Непонятно. И то обычно мимо пробегает. А рябчиков первый сор шурует. Рябчик пырх. Там даже ко мне подлетали. Он кидался к моему рябчику и угонял его за 3-9 земель. Собака, какая охота на рябчиков? Никакой. С самого начала, если бы это знать, поставил бы на сеть, ну, куда бедно, рябчиков бы постреляли. Было бы намного лучше. Ну, случилось то, что случилось. Блин, темновато. В таких сумерках смогу ли я разглядеть в темных ветках?
Блин, осечку дала. Что-то черный увидел. Топает. Вроде остался. Так. 2009 года. Это сколько лет-то ему? Ладно, потом проверим. По цели. Однако. В принципе, не совсем понимаю, что там такое. Кажись, глухарь. Че, сейчас подойдем. Так, вроде лежит неподвижно. Ну, давай. Где ты там? И что ты там делал? Ага, в корневище. Песком, что ли, там? Или камешки тут у тебя есть? Опа-на! Вот глухаря! Тузику кого надо было. Ага. Копался в песке. До песка дорывался. Ну, прости, не повезло. Ну надо же, хоть хвост отличный от утиного. Вместо рябчика. Вот дает. Ну, нормальный. Ух ты, тяжелый. Ух ты какой. Ух. Ну ладно. Нормально. Здоровый. Валерий, прием. Слушаю. Ну, в конце 10-дневки я один выстрел все-таки сделал. И кто попался, нет? Один хвостик. Ладно, надо мной лестница издевается, работать надо. Ясно, хорошо. Да, хвостик. Сейчас удивим этим хвостиком. Фактически получается, первый раз за все время тузика этого пустобреха не взял, и сразу удача улыбнулась. Да, ну, давай. Глухарятиной пахнет. Ну, сейчас покажем, что он должен был лаять. Может, он глухарей не видел и не слышал. Что не видел, не слышал, это точно. Но инстинкт должен же быть. Лайка она или куча тряпок. О, однако. Так, охотился 45 минут. Хе-хе. Ну, ладно. Нормально. Спасибо этому месту. Пойдем к другому. К другому. В избушку пойдем. Скоро темно будет. Утром все в облаках. Глухари порадоваться жизни вышли. Это я к тому, что глухаря, может, запросто тузики облаял. Что только дурак, блин. Я подошел и плюнул, он убежал. Решил, что все сделано. Ох, пустозвон, мать его, за ногу. Работает, но с таким работягой замутился от матюгов. По сути дела, полный пустозвон. У кого талант есть, они лают. У меня не одна такая собака была, которые быстро учились. Да не глухаря, в принципе, лаяли. Глухаря увидел и облаял. А когда узнает еще, что глухаря стрельнут и вкуснятину ему дадут, поделятся, лает, будь здоров тогда. А тут, короче, на него, наверное, только время тратить. Включать глухарей не хочет. Он даже белку, он и то облаять не может. Полаял, плюнул, ушел. Уже темно, сейчас свет сделаю. Нифига, какую ты сделал. Лестницу. Ни хрена не сделал. Гнилье на гнилье. Ага. Блин, болтает сюда, держать будет хомут, нет? На, сейчас сделаем. Слушай, а что не спрашиваешь, какой хвостик-то? Ну, стрелял я слышал, а по интонации про хвостик что-то у меня подозрение стало, что что-то такое довольно крупное должно попасть. Потому что я сам мечтал так же бахно, скажу, хвостик попал. Во!
Да, на 10-й день глухарь попался. Не говори, как этого пустобреха не взял, так сразу и попался. Да. Да мне кажется, он там лаял, тоже глухарь. О, глухарик. Надо здесь, по-моему, тяжелый, нормальный. Ну, короче, у меня один глухарь, я заплатил за использование ресурсов. Так что я свой план выполнил. Правда, бесчетное количество рябчиков и уток у меня нету. Ну и бог с ними. Это на совести вон того гада. Ну и вся любовь. На, Тузик, место, 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 место. Давай, иди нафиг. Тузик, если бы ты вот эту штуку лаял бы, тебе цены не было. А ты полаял, плюнул, убежал, полаял, бросил, убежал. Кого ты там лаял? Только догадываться, глухаря или не глухаря. Мы б тебе запчасти давали. Это глухарь, глухарь, это лаять надо, голос надо давать. Так как ты у нас мелкий воришка, мы сейчас от тебя это спрячем сильно-сильно. Одна щука у нас упала, когда с лодки дядя Валера сеть тащил. Съел, ну, добыча. Плотву я сам дал. А вон оттуда с таза, кто щуку утащил ночью, а? Я закрыл древесиной, блин, отодвинул и свистнул. И это уже нехорошо. Голос, голос. Что, не знаешь, что делать? Голос надо давать. Голос, голос, голос. Это у тебя в генах должно быть, что ты их лаять должен. Ты в гав-гав и побежал, гав-гав и побежал. А то и мимо пробежал. Зато сколько рябчиков ты от нас отогнал. Целую толпу. А так ты на цепи симпатичнее выглядишь. И больше пользы приносишь. Свободен. Я понял. Не твое. Глухарь это не твое. Когда-то папка приносил, помню, столько глухаря 5,5 килограмма. Но он был как орангутан, здоровый. Этот не молодой. Сейчас взвесим. 4,5 ты должен быть. О, у меня... 2,5. Ну я говорил 4,5, он 4,5. О, пальцем тяжело держать. Блин. Нормально. Ну сейчас не стыдно и домой возвращаться, а то, блин, охотники, что это такое? Ну ладно, 2 ведра рыбы, одна утка, и то без патронов попалось. А это уже гордо можно ходить, грудь вперед. Если бы все дни такие ясные были, Да. наверное, лучше бы было. Да, Все время дождь, ветер. северный ветер, блин. Почему нам 2 ведра попало, честно сказать, я не знаю, рыбы. Такую, в принципе, не должна ловиться. Погоду. Вот неожиданно работка. На ночь глядя попала. Завтра ехать. Очистить глухаря надо. Ух ты, какой. Ну что, Тузик, ноги все равно выкидывать. Дать хоть попробовать, что это такое.